Всем ассаламу алейкум. Сегодня мы делаем презентацию дома, который выставлены на продажу. Город Тош, микрорайон Ошпеса по улице Фабричной. Бисмилля, давайте начнем презентацию. Посмотрите, улица Масалиева. Там у нас улица Шакирова идет. И по данной Фабричной улице расположен наш дом. Дом у нас из 4 комнат, 70 квадратных метров. Плюс имеется времянка. Все коммуникации имеются, участок 5 соток, 49 квадратных метров. Смотрите, какой у нас большой участок. Вот именно от границы сразу покажу. Вот от границы. И обратите внимание, действительно огромный участок и очень лакомый. Центр города. В пешей доступности у нас троллейбусная линия, парк Токтагула, круговая Грензау, также улица Шакирова, бывшая Гагарина. Местоположение, ну просто лакомая, как для ведения бизнеса, но и также под жилье. Сейчас мы находимся в самом доме. Это у нас комната называется верандой, 10,50 квадратных метров. Посмотрите, веранда у нас вся застекленная. Здесь с объекта у нас вход в сам дом. Электромонтаж, все у нас новое. Имеется газовый котел, также котел для отопления углем, поддержка электричеством. Посмотрите, все сделано аккуратно. Везде стоят автоматы, даже имеется стабилизатор. И давайте мы вам с этого ракурса тоже покажем. Панорамное застекление у нас имеется деревянное, но в очень хорошем состоянии. Сейчас мы находимся в комнате. Это у нас комната проходящая. Входная дверь. Как мы заходим в дом, у нас здесь будет спальня. Посмотрите, еще советская контрамарка. Кстати, она работает, можно топить. И вот посмотрим контрамарку. Это уже у нас будет скоро история, потому что все меньше и меньше домов остается с такими контрамарками. Здесь у нас вход в гостиную и также во вторую комнату тоже очень большая гостиная. Посмотрите, имеется также печь, она тоже рабочая, но ее не используют, так как вся система здесь очень хорошо сделана под отопление. Окна у нас деревянные, но в очень хорошем состоянии. Обратите внимание, какая у нас большая высота потолка. Думаю, 3 с лишним у нас здесь имеется. Посмотрите, какая у нас спальня. В спальне 2 окна. Получается очень много света. Также имеется отопление в этой же комнате. У нас двойные деревянные стекла застекленные. И давайте мы вам с этого ракурса тоже покажем. Деревянные межкомнатные двери. Электромонтаж у нас заменен. И посмотрите, куда стоит контрамарка. Контрамарка на все 4 комнаты стоит. Их так устанавливали. Проходим с вами в гостиную. Обратили внимание, все полы деревянные. Посмотрите, какая у нас большая гостиная. Также у нас 2 окна. И обратите внимание, толщина стен. Стены у нас саман. Еще раз напоминаю, дом был построен в 1959 году. Имеется отопление. Везде у нас окна деревянные, но окна двойные, то есть двойное застекление. Здесь у нас имеется вентиляционная шахта, чтобы в доме всегда был приток свежего воздуха. Обратите внимание, дом построен в 1959 году. Ну вы обратите внимание, в каком состоянии дом. Вот честно сказать, снимаю видео и просто наслаждаюсь. Даже продумана вентиляционная шахта. Здесь также у нас большая комната-гостиная. Посмотрите, 3 окна. Да, окна деревянные, ну двойное застекление. Давайте мы подойдем поближе, я вот вам покажу, как выглядит вот именно двойное застекление. Молодежь, по-моему, не помнит уже. Те, кто привыкли пластиковые окна видеть. Ну вот, двойное застекление это вот такое. Посмотрите. Также у нас имеются под окнами батареи из биометалла. И давайте мы вам с этого ракурса тоже покажем, как у нас выглядит большая гостиная комната. Контрамарка также сюда выходит. Но ею не пользуются, так как централизованное отопление в доме, оно более удобнее на данный момент. Имеется также вентиляционная шахта. И обратите внимание, толщина стен. Обязательно напишите в комментариях, как вам такой дом. Вот для меня он очень уютный. Хотел бы услышать ваше мнение тоже в комментариях. Пойдемте посмотрим времянку и будем заканчивать презентацию. Давайте с вами посмотрим времянку. Прямо у нас будет кухня и также с лоджакта еще одна комната. Здесь у нас также комната. Времянка построена из саманового кирпича. 49 квадратных метров. Она была построена в 2010 году. Посмотрите, окна у нас здесь пластиковые.
Давайте мы с этого ракурса вам тоже покажем, как это выглядит. Пойдемте. Здесь у нас такая небольшая комната, довольно уютная, посмотрите. Имеется печка, проведен газ, чтобы на газе тоже топить. И давайте мы вам с этого ракурса тоже покажем. Посмотрите, какая у нас большая кухня. Газ у нас в кухне заведен, вода также заведена. Обратите внимание, какая толщина стен. Хоть сама новый кирпич, но толщина стен очень хорошая. Пойдемте посмотрим напор воды по нашему обыкновению. Напор воды замечательный. В каком состоянии у нас сантехника. Здесь у нас все пластик, как мы видим. Имеется водонагреватель. Также у нас имеется принудительная вытяжка. Как видите, газ сюда заведен. Счетчик находится на улице. Сейчас мы его вам покажем. Давайте посмотрим с этого ракурса. Посмотрите. Здесь у нас дополнительная комната. Она приспособлена под склад. Посмотрите, зато все как аккуратно. Обратите внимание, везде полы у нас деревянные. И видите, отсюда духовка проходит именно с печки, с той комнаты. Видите, здесь у нас топчан сура. Имеется все освещение. Очаг хана, два больших казана, также под чайник и под маленький казан. И в этой стороне у нас также дровяной склад. Посмотрите, прямо банька. Здесь у нас душевая кабина. Посмотрите, это у нас предбанник. Отсюда вот топится баня. Здесь же раздевалка, переодеться. И обратите внимание, у нас здесь теплый пол. Посмотрите. Теперь мы попадаем в самую парную. Имеется бак. Все обшито деревом, все чистенько, аккуратно, посмотрите. Канализация, все имеется. Супер. Здесь у нас душевая, посмотрите. Большая кабина. Имеется место под стиральную машинку. Здесь имеется окно. Также умывальник, напор воды по нашему обыкновению. Напор воды замечательный. Состояние сантехники. Сантехника вся пластик. Водонагреватель имеется. Душевая кабина также работает. Здесь у нас санузел. Это уличный умывальник у нас. Посмотрите. Центральная канализация, все имеется. Давайте посмотрим напор воды. Напор воды замечательный, как я говорил ранее. Все у нас в пластике, сантехника. Здесь мы, как видим, тоже все пластик. Имеется окно небольшое. Напоминаю, в городе Ош, в микрорайоне Ошпес, по улице Фабричная, выставлен на продажу дом из 4 комнат. Общая площадь 70 квадратных метров. Дом был построен в 1959 году. Также имеется времянка из 3 комнат. Общая площадь 49 квадратных метров. Времянка была построена в 2010 году. Общая площадь участка 5 соток 49 квадратных метров. По коммуникациям. Все коммуникации имеются. Отопление автономное. По документам. Документы проверены, документы в порядке. По цене. Цена у нас 143 тысячи долларов с минимальным торгом. По всем остальным вопросам вы можете обращаться по телефонам 0779 0005 25, номер WhatsApp 0702 0005 25. В WhatsApp для вашего удобства нами создан каталог, в котором вы всегда можете посмотреть всю актуальную недвижимость, которая на продаже в нашем агентстве. На этом все. С вами был риэлтор Дауд. Всем доброго.